Рада приветствовать в очередной раз на родине. Спасибо, взаимно. Прежде всего, конечно же, хотела бы тебя поздравить с получением гранта. Это я считаю, что это очень престижно, как и для тебя, и прежде всего для страны в том числе, потому что выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив – это достаточно сложно. И все об этом знают, не только музыканты, вообще все те, кто участвует и подает на гранты. Это очередная победа для нашей музыкальной культуры в целом. Вот хотела бы у тебя поинтересоваться, кому пришла идея подавать на грант, потому что это все-таки серьезная работа будет проводиться, сложная, серьезная, кропотливая работа. И немножечко расскажи о концепции проекта. Это международный проект. Я работаю с коллективом, который занимается по большей части талантливыми детьми. Коллектив, который делает фестиваль «Большая сцена». Юра Гончар, это очень известный человек в сфере как раз проведения таких больших, крупномасштабных на целую страну фестивалей, скажем так. Сегодня этот фестиваль имеет статус международного. То есть это не просто бывшие страны бывшего Советского Союза. Нет. Постсоветское пространство. Да, это не только так. Да. Это еще и там, ближняя, дальняя, зарубежье. Восточная Европа и так далее, и так далее. То есть дети приезжают в надежде быть услышанными, и они не остаются неуслышанными. То есть там каждому человеку уделяется должное внимание. Ну, по таланту, все по таланту, безусловно. Если человек поет, мы слушаем до конца. Если человек не поет, он не должен занимать время для того, чтобы следующий вышел и спел хорошо, чтобы мы услышали. А фактор вот страха, допустим, у них у всех есть репетиции, они все стоят на этой сцене во время репетиции. Есть специальное, так сказать, подставное жюри, которое сидит просто во время репетиции, делают вид, что они что-то слышат. Этот фактор отработан на 5. То есть вот эта команда, которая занимается сейчас вот этим. Мы вместе подали, я был лицом, так скажем, говорящей головой внутри проекта. И мне был задан один единственный вопрос. Вы сами будете это контролировать? Я сказал, каждая нота, спетая и сыгранная, будет контролироваться мною лично. Вот. И пока мы справляемся. Конечно, 12 произведений – это непросто сделать на уровне за короткий период. По срокам, как вообще будет проект проходить? На 2 страны, там, в Москве и в Сухуми, допустим, как вот делают наши дивы? Да, интересная идея, безусловно. Она сначала была у всех на устах, Сухум, Москва. Или хотя бы Сухум, Сочи, образно говоря, такой. 2 стороны. Да, две страны, да. Ну, и приграничная территория такая, знаете. Удобно очень, да, по логистике все да, хорошо. Но мы столкнулись с тем, что это все стоит колоссальных денег. Это просто невозможно. Данная концепция данного гранта заключена в том, что мы записываем 12 произведений, снимаем 3 больших видео, остальные 6 видео снимаем минутные, но тоже первоклассные, то есть на высококлассную технику, буквально короткометражные видеоклипы на песню, которая будет на всех медиаплощадках в целом виде, скажем так. Мы выбираем какой-то кусок из этой песни, наиболее яркий, и на него снимаем вот эти вот видео. То есть продвижением этого контента занимаемся тоже мы, тоже моя команда. Будем пытаться ставить это на радиостанции, поддержка радиостанций, медиахолдингов. О детях, о которых никто не говорил вчера здесь, будут разговаривать в России. Они будут представлены на самых главных площадках, как ВК, ВКонтакте музыка, Яндекс.Музыка, все остальные международные там и так далее, и так далее. То есть мы будем везде это все ставить и продвигать. Но все-таки, вот если говорить конкретнее, ты считаешь, что твой имидж, твоя репутация в музыкальной культуре сыграли роль в получении гранта? Или все-таки я очень хочу на это, только талант наших детей? Надеяться на то, что они не знают. Я читаю фамилии, а я вижу, что они не знают, о ком я говорю.
Я же очно защищался. Я читаю фамилии, я вижу их глаза, я понимаю, что они не понимают, о ком я говорю. Они, ну, это другая сфера деятельности, это менеджмент. Для них важно получить результат, увидеть старт и на промежуточных этапах вообще не заглядывать туда. Старт и финиш. Все. А что там внутри, какая там кухня, из чего это все сделано, они даже не будут смотреть. А вот по материалу вот тоже хотелось бы более детально. Все-таки, насколько я понимаю, ядро основное это наша абхазская музыкальная, да, как бы составляющая. Здесь получается так, что... Либо микс какой-то, да? Безусловно, это будет микс, но я пригласил детей, ну, если можно так сказать. Да, потому что по сравнению со мной, конечно, они все молодые. Да. Я пригласил эту молодежь с предложением взять их авторские песни, их авторский материал, который они сами когда-то исполняли, который нигде не был записан, естественно, и так далее, который мы можем продвинуть в качестве лица, скажем так, какого-то... Какие-то фишечки, да. И оказалось, что у каждого из них есть материал. У каждого, к кому я обратился, как будто они ждали этого момента, как будто это все лежало на специальной полке для специального времени. И вот они подошли к этому шкафу, взяли с полочки эту песню и показали мне. Все супер. Только единственный момент был, единственная загвоздка. Это перевод на русский язык. Естественно, ну, для того, чтобы более расширить аудиторию, да, видимо, да. Не более расширить, а начать ее с большой аудитории. Да, конечно. Да. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что обращение и повороты абхазского языка дословно сложно переводятся. Дословно. Они имеют, при переводе имеют другой смысл. Смысл теряется, да, безусловно, да, безусловно. Тем более, учитывая менталитет и так далее, все это принимает совершенно другую форму. Поэтому мне пришлось, исходя из того текста, из переведенного текста, писать уже стихи на стихи. Ну, получается, что ты там также участвуешь в проекте, как и автор. Как соавтор текста, да. Да. Вот, да, еще и музыки. Ну да, ну естественно, да. Как композитор да. и соавтор. Безусловно. А вот можешь ли ты сказать, что все-таки этот проект станет определенным своего рода трамплином для нашей молодежи, да, талантливой в музыкальном контексте молодежи, для последующих каких-то вот таких вот серьезных шагов, скажем так, в искусстве? Потому что, ну, учитывая ситуацию, мы маленькая страна, у нас не такие большие возможности для того, чтобы как-то себя проявить нашей молодежи. И вот посредством аналогичных проектов мы можем дать как бы возможность тому или иному человеку путевку, скажем так, в большую творческую жизнь. Вот ты считаешь, что это все-таки сыграет какую-то роль? С места в карьер не получается. Согласна. Я да. знаю точно, потому что я сам проходил этот путь. Хибла Герзмава проходила этот путь. Все остальные люди, которые связаны с искусством так или иначе, вот Александр Чачба, да, не просто стал тем, кто он есть, историком театрального костюма и историком театра. Не просто так, он прошел огромный путь. Путь человека, сначала ребенка, который стремился к чему-то, потом человека, который хотел работать на что-то для того, чтобы достигнуть какой-то цели. А после того, как цель была достигнута, он уже стал. Ну, я всегда... Это говорит о труде, да? Безусловно. Помимо желания, еще колоссальный труд. Я всегда говорю следующее. Самое сложное – это удержаться внутри вот этого, знаете, вот этой сферы собственного таланта, если он присутствует. Главное не потеряться, потому что если ты перестаешь работать, а ведь талант – это всего лишь искра. Да, недостаточно. Этого мало. Конечно. Когда ты маленький, когда ты ребенок, ты сам по себе маленький, и эта искра внутри тебя, она огромная. Но когда ты растешь, эта искра все меньше и меньше, потому что ты растешь. Талант в совокупности с трудом. С колоссальным трудом. Я бы так сказал, что в начале талант. Почему мы сейчас обращаем больше внимания на трудолюбие? Потому что талантливых людей в Абхазии очень много. Трудолюбивых мало. Я сам из маленького города, и если бы я сам не верил в то, что это возможно, то я бы и не предлагал остальным. Я верю в людей.
как в меня мои родители когда-то поверили, и мама таскала меня на музыку, отдала к Резо Нормания в музыкальный коллектив, потом Ну да, все другой начинается, музыкальный коллектив да, и так и все далее. идет из детства. Мы в детстве, я был маленьким пацаном, мне было там 13 лет, 14 не было, я уже поступил в музыкальное училище в Сухом. Вот я как раз вот небольшая такая ремарка, буквально на днях была в Очимчирах, вот как раз в твоем родном городе тоже. Я часто туда приезжаю, потому что в этом городе жили мои дедушка с бабушкой. Я вообще этот город очень люблю, это место моей силы. Я приезжаю в Очимчир, даже полчаса-час на берегу, немножко в своих мыслях, и все становится на свои места. Я к чему это говорю? Что все-таки местоположение, сама атмосфера, человеческий потенциал, все в совокупности, наверное, играет какую-то роль. И плюс ко всему, ни для кого не секрет, Абхазия такой полиэтничный регион, такая и многоконфессиональная страна в общем, да, и много национальностей проживает, и много разных культур, которые наложили отпечаток на страну, в целом на культуру. Поэтому я думаю, что исходя из всего этого, мы можем доказать, да, как бы всему миру, почему в такой маленькой стране такое большое количество талантливых людей. Может быть, это где-то уже на генетическом уровне, наверное. Все имеет место, как мне кажется. Но, безусловно, одного таланта недостаточно. И вот возвращаясь к твоей альма-матер, хотелось бы музыкальной, да, вот как бы части, хотелось бы, конечно, об этом тоже поговорить, потому что, как мне кажется, все наши великие музыканты, не побоюсь этого слова, и Хибла, Герзмава, и Алиса Гитсбейт и много других, да, большая плеяда музыкантов, которые вышли как раз из этого музыкального училища. Это говорит о том, что все-таки фундамент наверняка был очень крепким. Это основа, которая впоследствии дала возможность развиваться столь гармонично, успешно. И я думаю, что дорогого стоит, когда ты все-таки получаешь правильное, такое базовое музыкальное образование. Абхазия – это замечательная страна, где в Советском Союзе, при советской власти, были ассимилированы сотни, а то и тысячи педагогов. В самом начале становления Советского Союза сюда были направлены педагоги из России. Это была целина. Это была целина. Здесь нужно было поднимать культуру, образование. Безусловно, безусловно. Люди здесь женились, выходили замуж. Те, кто приезжал. То есть это называется ассимиляция. Да. И у тех людей, кто потом впоследствии в третьем поколении здесь преподавал, у них дедушки с бабушками приехали оттуда. Они были сюда присланы как как крутые педагоги. Понимаете? В моем детстве, в моей бытности при музыкальном училище россияне. Жозефина Бумбуриди была одна из ведущих вокалисток, так, педагогов, скажем так. Кто-то скажет, она же в Абхазии родилась. Безусловно, Леонид Чепелянский тоже, можно сказать, что родился где-то здесь. Но это неправда. Он приехал сюда из России, преподавал тут, потому что партия его отправила сюда. Кроме того, Абхазия готова была их принимать. Потому что цель была одна. Цель была это образование и так далее. Сегодня люди, которые могут заплатить за десяток педагогов, образно говоря, они этого не делают. Они отправляют в Россию 2 человек, и за эти деньги учатся 2. Причем учатся весьма средне. Или 3, не знаю. Но можно же учить всех, кто захочет. Здесь, привезите сюда, дайте зарплату, и пусть они здесь живут. Тут места полно. Но все-таки ты считаешь, что это наша внутренняя проблема сейчас? Это проблема целого государства. Я же Абхазию имею в виду как государство. Это первостатейная проблема. Здесь дефицит кадров. Я открыт для молодежи. Кроме того, никаких секретов у меня от молодежи нет. Вся моя музыка, она на виду. Все, извиняюсь за выражение, приемы, которыми я пользуюсь, в них ничего сложного нет. Там есть я. Это нужно объяснить. Это мне объясняли. Человек, который мне преподавал фортепиано, Саша Эсебо, Александр,
Эсебо вообще был трубачом. Он был полимузыкант, он был мультиинструменталист, играл на всем. И я уже учился здесь, в музыкальном училище, он преподавал мне фортепиано. И он смотрел на меня и давал мне специально произведение сложнее, чем я могу вытянуть. Повышай Повышал собственно планку, уровень. да. Да, он занимался, он мне всегда говорил, Стимулировал, да. да, здесь должен быть ты, здесь не нужны твои пальцы. Просто услышь то, что написано, а потом транслируй. То есть я не понимал, что он говорит. Но это все-таки не всем дано. Педагогика вообще сложная наука. Конечно. Не все могут преподнести. Мамин тренер по шахматам. Моя мама чемпионка Абхазии, между прочим, с 70-го года. Да. И среди девочек. Он вообще плохо играл в шахматы. Он очень плохо играл. Но преподавал невероятно круто. А тот, кто играл хорошо, не мог объяснить. Если вот, допустим, сейчас поговорить о уровне вообще музыкальной культуры в стране в целом, что можешь сказать? Я знаю о себе. На оперной сцене мне делать нечего. Потому что школа, подача, атмосфера во мне в самом другая. Я могу сказать о эстрадной музыке. Эстрадная музыка, она всегда в начале, в самом, на уровне самодеятельности. Всегда. И большинство людей остаются на этом уровне. Играют для себя, для родных, там, собирают какие-то небольшие площадки. Но из всего этого, как брызги такие, знаете, как искры фейерверка, должны выходить люди. Люди не хотят двигаться вперед. Возможно, они просто не стремятся к этому. Они остановились тут. Хотя музыка – это предмет без границ. Понимаете? И моя задача сейчас в этом проекте, который мы организовываем, доказать всем, что этих границ нет. И их нет. Можешь подтвердить, что все-таки или опровергнуть, достаточно ли одного таланта за пределами, да, вот, допустим, наши музыканты, либо все-таки его высочество случай тоже имеет значение? Трудолюбие и знакомство. Безусловно. Не бывает по-другому. Не бывает. Талант – это в начале. Все остальное это полностью зависящее от ветра, от погоды и от чего-то еще, и от настроения вещи. Все остальное вот такое. Насколько мы все знаем, музыка – это твой смысл жизни. Ты себя как бы вне музыки, наверное, уже не видишь и не смыслишь. Это то, что делает меня Да, но вот человеком. если немножечко поразмышлять, если не музыка, то в какой сфере ты мог бы самореализоваться все-таки? У меня есть несколько хобби, и все они связаны так или иначе с медитативным творчеством, скажем так. Фотография. Ну, тоже творчество, тоже графика, творчество, да, тоже фантазия. да. И, безусловно, это не та цифровая фотография, то есть, которая сегодня повсеместна. Это фотография в классическом смысле, да. То есть это то, что можно повесить на стенку. То, что может висеть на стенке, да, всю жизнь, и никто не будет задавать вопрос, почему это здесь находится, оно здесь не нужно, оно здесь мешает. Нет. Фотография – это, вот для меня, это тот же самый смысл, как и музыка. Выражение другое, реализация другая. Я за фотографию не получаю ничего, кроме собственного счастья и удовольствия в процессе работы над каждой фотографией. Там бывает несколько часов сидишь в лаборатории, в химлаборатории для того, чтобы получилось маленькое пятнышко, которое тебе нужно. То есть это очень сложно. Все-таки, опять же, возвращаясь наше с тобой, мы люди одного поколения, в советское детство, довоенное, были немножечко другие приоритеты, да, вот, и, как я говорю, все начинается из семьи, и тогда был культ эстетического музыкального образования в каждой семье в Абхазии. Все дети, вот в моем окружении. Я к тому, что это было нормой жизни, и вот, как говорит известный ученый Черниговская, что все-таки как музыка влияет на развитие мозга, да, вот совершенно другие нейронные связи, да, подключаются и так далее. Человек развивается как бы гармоничнее, мощнее именно благодаря тому, что в той или иной степени занимается там ребенок, неважно, да, взрослый человек музыкой. Да? Музыка – это совершенно иная
ипостась, если можно так сказать, в искусстве. Я могу сказать, что она во многих вещах ошибается. Я много Ну, смотрел. а ты можешь Я могу сказать, что это неправда. что музыка не развивает? Музыка развивает в свою сторону, безусловно, людей. И люди, которые предаются ей исключительно, остаются зашоренными. Вы думаете, мало людей, музыкантов, которые не способны сказать два слова? Их большинство. Понимаете? Человек должен быть воспитан и образован всесторонне. Смысл школы был вообще, смысл школы. Школы, да. Каждый педагог совокупность, да. рвал на себе рубашку и хотел из каждого из нас, математик хотел сделать математиков, литература хотела видеть в нас гуманитариев везде, географичка вообще с ума сходила, если мы не знали, где Гелеспунд и что такое Гиндукуш. То есть это катастрофа. Каждый понимаете? свою сторону. Да. И если человек в наше время способный прочитать литературу, материал, который сделает его шире, будет отказываться от этого в пользу методичного занятия каким-то там предметом, он достигнет результата только там. Нет, я согласна. Ты говоришь о системе, системном подходе, что если ты как бы стремишься достигнуть определенных результатов, неважно в какой области, да, ты должен систематически прикладывать усилия. Безусловно, безусловно. Но я говорю о другом, что музыка все-таки, это же там у тебя слуховое больше восприятие, и, наверное, где-то там подключается мозг в виде фантазии, в виде каких-то иллюзорных картинок и так далее. Безусловно. Немножечко ты начинаешь мыслить иначе. Ты вот, как пример, да, допустим, послушал какое-то произведение, тут же у тебя в голове выстраивается картинка в виде там фильма, грубо говоря, да, вот как бы прослеживается какая-то энная история. Я вот про это как раз. И я о том, что дети того поколения, это показывает как бы статистика, анализ, люди занимаются этим вопросом, изучают глубоко. Я в том числе просто интересуюсь. Все-таки дети того поколения, они были более развитые, что ли, как мне кажется, более гармоничнее, потому что именно занятия музыкой давали эту возможность, давали развиваться ребенку как личности шире, так, как бы мощнее. Я согласен с вами, но вот И вот я к тому, что как это реанимировать, вот этот процесс. Начните с того, что идеал, который вы сейчас перед собой выстроили, это призрачный замок. Я говорю вам серьезно. Я внутри процесса. И могу вам сказать, я до тех пор, пока не встретил множество интервью с Лучано Паваротти, для меня этот человек был небожителем. А потом я понял, что он обычный парень, такой же, как мы все, со всеми историями, которые связаны и с нами тоже. Ничего в нем нет, кроме его, естественно, божественного таланта и трудолюбия, который вывел его в люди. Там обычная история. Он также оставил свою жену, как делает 50% мужчин. Да, то есть он встретил все те же проблемы с воспитанием детей. Никто не поцеловал его в голову в тот момент, когда он сказал «мне трудно». То есть это и большинство психологических проблем, его психологических проблем, связанных с общением с окружающим миром, были связаны только с тем, что он мегаталантливый, и люди его не понимали. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, но тогда вот, опять же, очередной вопрос. Вот возвращаясь к первому нашему, да, как бы обсуждению. Основная цель вот этого твоего проекта международного музыкального... Я хочу, чтобы дети были счастливы. Те дети, с которыми мы будем работать, когда они выйдут... Но это же тогда получается как разовая опция. Нет, почему? Разве все те дети, с которыми мы сейчас работаем, кроме Абзагу Цвишба, которого я не знаю лично, который великолепный, кстати говоря, этнический артист в этностиле, со всеми остальными я знаком достаточно хорошо. Одна Мадина Кварацхелия что стоит? Просто это невозможно. Я дал ей задание случайным образом. То есть я говорю: Мадина, вы можете вот эти 4 строчки спеть на русском языке? Я завтра вам пришлю, послушайте, может быть, что-то не так. Она встает к микрофону и с первого дубля записывает так, как люди не могут сделать там в течение месяца, например. Люди в течение месяца приходят в студию перезаписывать каждый день.
и у них не получается то, что делает Мадина с первого раза. Видимо, все-таки Она чувствует душой, потому да, что... внутренне. А это самое главное. Вот о чем я говорю. Вот как раз о душе. Еще такой вопрос. Вот какая песня, абхазская песня резонирует в душе и в сердце, вот когда какая-то скука навевает, находишься далеко от дома, и вот в какой-то момент все равно же что-то такое любимое, особенное, что-то внутри, оно же бывает как-то всплывает. Ну, Какая? есть Не несколько можешь песен. напеть? Нет. Мне нравился как композитор очень Валера Богателя. Потрясный был парень. Мы с ним... Он, конечно, был старше меня, но он подпускал меня очень близко к себе. Мы дружили. И он папу моего знал, и маму знал. И это огромная потеря, то, что его нет. Потому что как бы его музыка осталась в прошлом, можно сказать. И никто сейчас почему-то к его музыке не возвращается. Она достаточно сложная была. Резо Чачхалия потрясающий композитор. И, кстати говоря, как образчик можно брать его, как, знаете, как образчик словесности абхазского языка. То есть у него он очень красноречив в своих высказываниях был всегда, достаточно скромный был по воспитанию и при этом очень ярким певцом. Хотя вокальные данные были там, ну, так, не сказать, что он был там какой-то мега. Но иногда мы воспринимаем даже не столько, бывает, да, не воспринимаем не столько голос, сколько саму подачу, безусловно. Конечно. И, конечно же, в совокупности и мелодия, и голос, Конечно. и поэзия, все важно, да, Конечно, вот для конечно. восприятия. Но иногда бывает так, что если ты разбираешь человека, вот, да, как музыканта по частям, если можно так сказать, иногда ты понимаешь, что, может быть, вокальных данных нет, но и есть какой-то такой вот какая-то отдача, эмоциональная отдача, человек чувствует тему, да, и вот он может ее преподнести. Он своим нутром ее предлагает. Ну, конечно. Конечно. Леонард Коэн не имеет голоса, образно говоря, и там и Том Вейтс тоже. Послушаете, и можно детей пугать. Но когда вы слышите то, что делает, например, Крис Ри, делал, когда был молодой, что делает он сейчас, там же нет вокальных данных мега, но голос проникает вовнутрь буквально, то есть до самого сердца доходит. Это то, что мы как раз и преподаем. По поводу детей. Дети будут счастливы. Дети увидят результаты, то есть они будут на всех самых главных площадках в этой стране, электронных площадках. Может быть, мы когда-нибудь разоримся и выпустим юбилейный диск, прямо на компакт-диске или что-то такое. Просто чтобы он был как сувенир. На нашей территории все-таки планируются какие-то концерты, быть может, мастер-классы или как-то еще Мы собираемся в 2026 году сделать гала-концерт с участниками этого проекта. Это будет, возможно, там будет капелла наша хоровая. Это будут танцы, это будут песни, это будет вообще праздник какой-то вот такой вот жизни. Уверена абсолютно, что у Абхазии красивое будущее. Я думаю, мы медленно, но верно движемся в правильном направлении. Конечно. Посредством культуры страна может выйти на новый этап, да, в развитии. И, безусловно, посредством культуры мы обретаем новые связи в разных направлениях. Это и экономика, и там, я не знаю, туризм и так далее, и так далее. Вот я хотела бы от тебя услышать твоя позиция о роли культуры в целом и конкретно Абхазии в том числе. Я скажу, что я думаю об этом. Несмотря на то, что я представитель этого всего, безусловно, и всю свою жизнь я занимаюсь только этим, я считаю, что в формате страны культура стоит на 3-м месте после олимпийских медалей и полетов в космос. Я сейчас не шучу. Я говорю это как есть. Спорт – наиболее просматриваемый вид, скажем так, да, зрелища. Ничего не изменилось со времен амфитеатров. Ничего не изменилось. Люди хотят увидеть это. Да, зрелище твое, да, как говорится, хлеба и зрелищ. Сегодня есть возможность двигать людей в области нанотехнологий или еще выше, просто летать куда-то. Создавать что-то большое не только для этой страны, но для всего мира. Нам никто это делать не запрещает.
Вот эти две позиции, самые главные, искусство стоит на третьем месте. В 1914 году Россия занимала первое место по валовому продукту, по индустриализации, вот, в области индустриализации. А ведь в этот момент жил Чайковский, Рахманинов. То есть Россия была полна талантливыми людьми. И даже при этом искусство занимало вторую, третью позицию. Это не основополагающий фактор. Мы, живущие здесь, должны понимать, что к музыке мы придем в тот момент, когда мы сделаем все остальное. Есть же как бы в истории, да, факты во время войны, именно как раз музыкальная культура, Правильно. театральное искусство и так далее, которые помогали как-то выйти из этого депрессивного состояния. Психологическая Да. помощь, безусловно, и настрой. Тот, как боевой барабан, который ведет всех в Все бой. войны Я сопровождали. понимаю, безусловно, но все равно воюет не барабан, воюет солдат. Строит дом строитель, руководит страной президент. Не Хорошо, певец, слава могу богу. поспорить. Вот смотри, такой эпизод, допустим, какой-то международный форум и так далее, новый участник в виде, там, в лице какой-то страны малоизвестной, посредством музыкальной культуры прежде всего. Но если там другого нет. Да, Я понимаю. ты как бы презентуешь свою страну. Я про это говорю, что изначально посредством культуры. А культура это что? Это твой внешний облик, даже, может быть, атрибутика какая-то национального костюма, может быть, какое-то песнопение, да, может быть, еще какие-то элементы быта. Это все культура. Я про это говорю. Вот что все-таки государство, прежде всего, это уровень культуры. Вот мы можем говорить о стабильном, крепком, развитом государстве, оценивая ее культуру. Вот лично ты какие механизмы видишь для развития вот непосредственно нашей страны? Я вижу так. Я бы хотел, чтобы мое музыкальное училище, в котором я учился, вернулось на тот круг, когда туда ходили дети. Ходили туда не только за отметками, но и за вдохновением и общением. Потому что это были круги, которые вывели нас на такие уровни. Я с абхазским флагом был везде. Простите меня, но это правда. И я мечтаю о том, чтобы сегодня дети, которые туда приходят, изучают сольфеджио, не задавали себе вопрос, а для чего я это делаю. Хотелось бы, чтобы у этого всего была реализация. Чтобы людям, которым преподают сольфеджио, объясняли, для чего это нужно. Им же говорят, ты должен это учить. Никто не объясняет, почему. Вот чего бы я хотел. Мы находимся в стадии становления, но если мы не обратимся к, скажем так, к мастерам этого дела всего, телевидение, производство аудиоконтента, те же политтехнологии, не знаю, в области внутренних органов, которые... Я считаю, у меня много друзей, которые говорят, нам нужно все реформировать. Также и музыка нуждается в реформации здесь. В музыке разбираюсь и знаю точно, что эта страна может вытянуть. Здесь полно талантливых людей, полно. Я из Ачимчиры. Миша Векуа, который жил по соседству со мной, солист Мариинского оперного театра. Вы понимаете, что это такое? В процентном соотношении, как раз если говорить, да. Просто вот как будто большого включили воду количества. с какими-то витаминами, знаете? И она была там, и все, кому не лень, ее Ионизированная пили. Ачимчирская вода. Да? Да, так и есть. А что? Ну, я говорю правду. Нет, это я согласна, да. Много выходцев из Абхазии, которые... Конечно, и хотелось бы, известны на весь чтобы мир. сегодня человек, приходящий в музыкальное училище, имел хороший чистый класс. Не с протекающей крышей, а хороший чистый класс, с хорошим педагогом, с достойным педагогом. Я не говорю с лучшим, но с достойным педагогом. Об этом я твержу все время. Привезите, пожалуйста, привезите. Дорогие, все, кто может это сделать, просто умоляю, сделайте так, чтобы дети учились. Те дети, кто хочет учиться, могли учиться. Не те, кто могут, а те, кто хочет. Получается так, что дети уезжают, получают образование вне своей страны, И им кто-то здесь уже возвращается, кто-то неинтересно. нет. Я за возвращение тех людей, которые уехали, я хочу, чтобы они приехали. Я говорю о тех, кто цвет этой нации. Я говорю о цвете. Да, вот. Пусть они побудут там немножко
и приедут сюда с большим опытом. И все, страна будет жить вот так. Абхазия для меня прежде всего это моя страна. Спасибо, Саша, за такую эмоциональную немножко беседу. Ну, я думаю, что зато искренне и правдиво.